Вы знаете, когда вы родились, Да, точно знаю. все знаете. Да, 22 августа. Да. 40-го года. Да. Возраст, место рождения, фамилия, имя, отчество. Паспортные данные в кабинете гериатра нужны не для того, чтобы заполнить карточку. Это первый этап проверки состояния пациента. Одни отвечают сразу, другие забывают даже, где находятся. Инесса Власова на память не жалуется, но физических недугов целый букет. У меня мерцательная аритмия сердца. Помимо всего, что артроз, коленных суставов, тазобедренных и все прочее вот с палочкой. И меня здесь очень хорошо принимают. Она, Наталья Анатольевна, и говорит: так, это мы сделали, а вот это, да, вот нужно войти брюшную полость, нужно ЭКГ, нужно то хирургу, все. Комплексно смотрим. Все комплексно, все, куда только вы хотите. Чтобы поправить здоровье, в госпиталь пенсионерка приезжает 2 раза в год и, как правило, проходит через кабинет гериатрической службы. В учреждении его открыли еще в 1998-м, но лишь с недавних пор определили порядок оказания помощи. Теперь даже оборудован кабинет по определенному стандарту. Обязательно у пациента мы меряем давление, пожалуйста, рост, вес, для того, чтобы знать, какие параметры у него, снижается ли вес. Вот, пожалуйста, значит, тут ростомер, вы можете посмотреть, тут, значит, вес. Это если маломобильный, значит, у нас пациент, то, пожалуйста, есть средства для передвижения. А также динамометр для измерения силы, глюкометр для измерения сахара в крови, таблицы для зрения, даже слуховой аппарат. Институтом геронтологии были разработаны и специальные карты пациента, которые на приеме у гериатра заполняет медсестра. Самочувствие как? А голова болит. Голова кружится? Нет, не кружится, а просто болит. Госпиталь ветеранов подготовил и гериатра для стационара. Специалист проводит осмотр во время обхода. И список недомоганий обычно примерно одинаковый. Хрупкие кости, тугоухость, головокружение, боли в суставах, слабость всего организма. Старость, конечно, вылечить нельзя, но улучшить, конечно, можно. Здесь нужны специальные работы по тренингу, по стимуляции памяти, организацию безопасного быта, использование вот всяких вспомогательных колясок, стульчиков, кто не может ходить, ходьбу с тростью, полноценное питание сбалансированное по белкам, жирам, углеводам. Оказывать помощь пожилым могут терапевты, но со стажем больше 5 лет и после специализированного обучения, чтобы знать все нюансы работы с людьми зрелого возраста. Сегодня потребность в таких специалистах сохраняется разве что в Троицко-Печорске. Процент граждан старшего поколения там довольно высокий. Остальные пробелы на карте постепенно заполняются. В столице Коми, к примеру, аж 6 специалистов. Красненькие — это мы показываем, где открыты у нас гериатрические койки. Планируется уже с этого года дополнительно в Воркуте открыть, вот на дневном стационаре есть, и дополнительно будут в Прилузском районе открыты гериатрические койки. Они должны функционировать на базе всех многопрофильных больниц. Желтеньким показано у нас это подготовленные гериатры дополнительно, и они сейчас получают сертификаты. Сотрудничает гериатрический центр с Центром медицинской профилактики и Республиканской психиатрической больницей. В крупных населенных пунктах откроются семейные школы по профилактике когнитивных нарушений. В Сыктывкаре такая работает уже больше года. На специальных уроках психологи учат противостоять недугам старости. Существует небольшой тест, да, например, тест рисования часов, припомнить слова, припомнить картинки, тому подобное. И уже участники этой школы сами могут оценить свое состояние. Состояние это их часто пугает, потому что от растерянности не могут сосредоточиться. Это тоже является для них неожиданным. Это бывает ничего страшного, потому что иногда это укладывается в рамки возрастных норм, но чаще всего это выходит за рамки возрастных норм, и тогда это уже страшнее. Лечение на сегодняшний день деменции – это самой страшной болезни. Нет, есть только поддерживающее лечение. Там же, в психиатрической больнице, в сентябре вновь стартуют тренинги за активное долголетие. И это занятия в группах, которые успели полюбиться горожанам. Таисия Жакова, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.